Регулярное повышение штрафов ГИБДД стало традицией в нашей стране. Очередная новость пронеслась по интернету. Якобы с Нового года вступают в силу изменения штрафов за нарушение правил дорожного движения. Насколько это соответствует действительности? Какова статистика аварийности на дорогах республики по итогам года и какие изменения ждут автолюбителей в этом году? Обо всем этом мы узнаем у гостя студии, временно исполняющего обязанности начальника управления ГИБДД Министерства внутренних дел по Якутии Александра Аросина. Александр Жарафович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что вы уделили время и приехали к нам в студию. И сейчас самое холодное время года. Какова ситуация на дорогах республики и увеличилась ли аварийность? Ну, действительно, на улице сегодня здесь очень холодно. В связи с тем у нас идет опасность возникновения ДТП с водителями. Вот буквально у нас позавчера случилось ДТП на федеральной автодороге Колыма, где водитель, управляя транспортным средством Toyota, не выдержал соблюдения дистанции в условиях тумана, ограниченной видимости, совершил столкновение с впереди идущим транспортным средством, где пострадали 8 человек. Поэтому наши патрули и все силы и средства направлены для того, чтобы предупредить водителей об опасности в условиях тумана. Ну, что, если говорить по статистике, в прошлом году у нас в конце 2018 года также были ряд ДТП в Нерюнгринском районе, где у нас пострадали тоже 5 человек. Потом, если смотреть вообще в целом по итогам года, у нас идет рост погибших, чем в предыдущем 2017 годом. Но если говорить на сегодняшний день, у нас есть, так скажем, немножко снижение, но оно там незначительное. Стараемся предупредить все эти дорожно-транспортные происшествия. Если смотреть вообще в целом по России, у нас вообще по России идет снижение, огромное по снижению смертности на дорогах. Была принята программа 2012 года, еще началась программа повышения безопасности дорожного движения, где предусмотрен ряд мероприятий. Если смотреть по статистике, в 2012 году по России погибло на дорогах примерно 27 тысяч человек. Они до 2018 года были сокращены это количество до 18 тысяч. Это все мероприятия, которые были направлены в целях безопасности дорожного движения. Ну, то есть по стране, получается, смертность снизилась, а у нас в Якутии наоборот. С чем это связано? Ну, не сказал бы, что наоборот, потому что у нас статистика идет в основном, мы берем, допустим, 5 лет. Если смотреть за 5 лет нашу республику, примерно у нас за последние 5 лет погибло около 600 человек. А если смотреть примерно 10 лет, где-то у нас погибло всего 1300 человек. То есть у нас, если по пятилетку смотреть, получается у нас снижение на где-то 100 с лишним человек. А есть ли статистика по населенным пунктам небольшим? В частности, по городам таким, как Мирный, Нерюнгри, может быть, даже по населенным пунктам меньше, таким как селам? Конечно, статистику мы ведем в каждом районе, в каждом отдельном городе. Статистику ведем по всем направлениям, по какой вине происходит дорожно-транспортное происшествие, столкновения. У нас, как правило, тоже, как по всей России, основные причины аварийности – это столкновения, наезды на пешеходов, ну и опрокидывание транспортных средств, где больше всего получается повреждения и пострадавшие. Так, ну, если взять Нерюнгри, у нас идет рост по погибшим в сравнении с 2017 годом, по итогам 2018 года с 11 до 15 погибших рост. И в Мирнинском районе с 7 до 9 по погибшим рост. В Алданском районе с 4 до 14. Это в основном у нас ДТП допущено на федеральной автодороге Лена, где произошли ряд ДТП с тяжкими последствиями. Ну и в Хангаласском районе по погибшим также рост идет. В Амгинском районе и в Горном районе также, где на федеральной дороге у нас произошли резонансные дорожно-транспортные происшествия. Можем ли мы говорить, что вот эти вот ДТП связаны с качеством дорог?
Качеством дорог никак они, если так сказать, прямую, они не связаны. 90% у нас ДТП происходит по вине водителей транспортных средств. Несмотря на то, что идет профилактика по всем направлениям, в том числе и, как вы сказали, повышение штрафов, но некоторые водители, к сожалению, игнорируют все эти требования. В первую очередь это у нас зависит от скорости движения. Двигается очень большой скоростью на хороших дорогах. Вот те, которые новые дороги, когда они делают, сразу же водители начинают ездить на большой скорости, соответственно, уже возникает риск опасности возникновения ДТП. А с чем связано такое пренебрежение правилами дорожного движения? Недостаточный уровень подготовки или осведомленности водителей, или с чем это можно связать? Ну, связать здесь много факторов, наверное, сразу не скажу, потому что здесь идет действительно по всей России, у нас научно-исследовательские центры все это изучают. Есть действительно у нас ужесточение требований по подготовке водителей, то есть если раньше у нас обучали только водителя по тем или иным дисциплинам, сейчас уже усиленно по психологии, допустим, там много идет работа по направлению подготовки водителей в качестве, по направлению психологии, то есть есть специальные там курсы. Идет у нас базовая подготовка, общее понятие. Также уже все отдельно сдают по категориям, если у нас идет легковые автомашины, грузовые, они все отдельно сдают по тем или иным правилам. А то, что касается пьяных водителей, увеличилось или уменьшилось их количество? По пьяным водителям у нас, наверное, скажу так, что, к сожалению, такого снижения количества пьяных ДТП или пьяных водителей нету, но есть снижение по повторности управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Но это, наверное, в первую очередь связано с тем, что у нас были ужесточения, если повторно попался за рулем в пьяном виде, идет наказание вплоть до уголовного, вплоть до направления их за решетку, так скажем. Ну и огромные штрафы, ну и в то же время идет активная пропаганда по всей России, по всей республике нашей. Идет, допустим, у нас в ГАИ, когда приходят люди после лишения, первого лишения, они проходят специальный курс, там специалисты из общества трезвости им читают лекцию, и, соответственно, вот это дает нам какую-то роль. Александр Жарафович, насколько обоснованы слухи, распространяемые в мессенджерах, о якобы повышении штрафов за ПДД в этом году? Ну, повышение штрафов в этом году действительно в проекте имеется. Ряд нарушений планируют ввести за систематическое нарушение. Это значит повторность. Попался человек там более 5 или там 6 раз, это будут уже потом смотреть. Будут применяться какие-либо более жесткие меры. Ну и планируют ввести за правило опасное вождение, создание опасной ситуации. Это особенно актуально, наверное, в больших городах, где у нас многополосные движения. Они там начинают маневры создавать различные, которые могут привести к тяжким последствиям. В связи с этим ведется сейчас работа в этом направлении, оно находится пока в проекте. Ну и еще планируют также смотреть по снижению порога ненаказуемости, вот этот, который 20 км в час, что у нас сейчас допустимо, да. Если, допустим, стоит ограничение скорости 60 км, водитель начинает думать, что можно ехать 80 км в час, хотя это совсем не так. В связи с этим рассматривается вопрос его снижения этого порога. Ну а когда ожидать этих изменений? Ну, сейчас пока это все в проекте. Когда оно точно вступит, я не могу сказать. Это будет рассматривать в Госдуме, и дальше все как по закону. В последние годы активно начали работать средства видеофиксации нарушений правил ПДД. По стране за прошлый год они зафиксировали более 100 миллионов нарушений. Огромная цифра. Каковы они в нашем регионе и в целом, какой они экономический эффект создают для экономики как региона, так и нашей страны в целом? Да, действительно, в последние годы у нас внедряется, и не только в республике, начиная с России, да,
Наверное, так скажу, что, как я уже говорил, если у нас в 2012 году по итогам этого года 27 тысяч погибших, достигнуто через 6 лет, да, снижение на 10 тысяч человек. Вот и немного, можно здесь посчитать, сколько это экономии, да. Но если сказать, что какую они роль играют в обеспечении безопасности дорожного движения, действительно, в тех городах и в тех регионах, где установлены вот эти камеры, много камер фото-видеофиксации, там действительно есть значительное снижение количества смертности. Мы смотрим по всей, если статистике по всей России, где у нас, допустим, Татарстан, республика, да, или Москва, Московская область, там на 100, в Татарстане, допустим, почти до 400 человек они сохранили жизнь в сравнении с теми годами. Поэтому я думаю, что экономия огромная, оно оправдывает свою. А какова? Но что, да, касается статистики, в этом, то есть в предыдущем году, 2018, у нас в республике было наложено 195 миллионов рублей, из них взыскано 95 миллионов рублей, всего вынесено 294 тысячи постановлений по различным нарушениям статьи Кодекса об административных правонарушениях. Ну, у нас камеры стоят в городе Якутске, в Намском районе стоит, в Покровске и в Горном районе также установили. И в настоящее время, с этого года начиная, у нас на федеральной автодороге Лена также дополнительно установлены 6 камер. Также планируем в этом году уже в сторону по автодороге Вилюй, в сторону Мирного, а также в сторону Колыма по федеральной автодороге. Также будет дополнительно установлены камеры. А вот каких новшеств и изменений ждать автолюбителей в наступившем 2019 году, вот если коротко? Ну, в вступившем году у нас все, наверное, знаете, что планируется ввести полностью электронный ПТС. Это по транспортным средствам, когда регистрировать транспортные средства, уже заводы-изготовители и так далее, дилеры все, они будут выдавать, то есть присваивать только электронный ПТС. На основании этого собственник транспортного средства приходит в подразделение ГИБДД и получается соответствующие только документы на регистрацию. ПТС, так как такого понятия, оно потихонечку уйдет в прошлое. Ну и планируется объединение экзаменов, это тоже в проекте, что в этом году планируют ввести так. Вот раньше у нас, если экзамены были первая попытка, потом это площадка, потом город и так далее. Это хотят объединить, чтобы сразу их принимать в условиях городского движения. Александр Жарафович, спасибо за интересный разговор. Я напомню, что это было актуальное интервью, и сегодняшним гостем студии стал временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД МВД по Якутии Александр Аросин. И мы обсудили итоги года на дорогах и изменения в 2019 году.